В эфире программа «Пациент». Здравствуйте! Сегодня мы затронем тему женского здоровья. Конкретно мы поговорим о таком недуге, как рак шейки матки. Это распространенное и крайне опасное заболевание. Оно находится на 3-м месте по частоте обнаружения среди заболеваний женских репродуктивных органов. Согласно статистике, несмотря на совершенствование диагностических методов, в последние десятилетия возросло количество больных. Почти треть пациенток попадают к врачу в запущенной стадии. Однако при своевременной диагностике и лечении можно добиться полного выздоровления. И женщины, которые согласились дать интервью нашей программе, лишний раз это подтверждают. Они победили заболевание и продолжают наслаждаться жизнью. И, конечно же, это стало возможным благодаря программе скрининга, которая действует в нашей стране. Среди злокачественных опухолей репродуктивной системы женщин первое место занимает рак молочной железы, а второе – рак шейки матки. Несмотря на то, что методы лечения улучшаются из года в год, случаи смертности от этих заболеваний растут. Причиной в большинстве случаев является выявление на поздней стадии, что в свою очередь уменьшает эффективность лечения. Мы пообщались с женщинами, которые успешно излечились от этого заболевания на ранней стадии. Наши героини пожелали остаться анонимными, и мы пошли им навстречу. 6 лет назад, в 2017 году, я узнала, что идет программа, и можно прийти бесплатно провериться. И это было просто вот спонтанно, решилась провериться, и выяснилось, что по анализам не все у меня так хорошо и гладко. По здоровью вообще ничего не беспокоило, ни на что не влияло, как здоровый человек ходила. Пришла, проверилась, дали еще несколько анализов, мазков, и обнаружили, что средняя тяжелая степень у меня СН2. Почти предраковое состояние было. Нужно было срочно что-то делать. Во-первых, шок, слезы, не ожидала ничего такого, потому что, к тому моменту я уже в разводе была как 5 лет, я думала, только можно это передаваться вирусом папилломы. В крови у меня, в принципе, этого вируса тоже не было, это просто вот дошла стадия, как говорится, само по себе. Как у нас бывает, обычно женщины не обращаются по долгому времени, и в тот момент у меня тоже было такое время, что не до врачей было. Когда вот решилась, обнаружилось, и не очень приятное было состояние. У вас есть дети? Да, у меня 2 девочек. На тот момент они были маленькие, школьницы. Было, да, очень тяжелое состояние, во-первых. И не скажешь всем, потому что всех родных тоже жалко, ту же маму. Как ты ей скажешь, что у тебя такое состояние? Мне на то время было 37 лет. Я слышала про скрининг и решила сама пойти. В общем-то, при осмотре ей не понравилась моя шейка, послеродовые рубцы были у меня сильные, взяла биопсию. И при исследовании у меня начальная стадия рака. Я замужем, у меня 3 детей. У меня был очень большой шок, стресс. Потом взяла себя в руки, в кучку и ради детей начала дальше лечиться. Направили меня в специализированное учреждение. Поехала в город Краснодар, там мне сделали операцию, и после того приехала, наблюдала все у Оксаны Анатольевны. Кто вас поддерживал дома? Муж, в первую очередь муж, дети маленькие были, родители. Поддержка всегда была у меня. Мне 43 года. Я посетила врача, это был доктор Вика Владимировна, можно говорить. И это было в 2019 году. Вот после 2019 года она обнаружила, что у меня какое-то изменение, и она отправила меня на скрининг к Оксане Анатольевне. И вот с 2019 года я лечусь у нее, они у меня обнаружили, предраковое состояние у меня было. Да, я замужем, у меня 3 детей. Скажите, а что вы почувствовали, когда вам поставили? Ой, когда поставили диагноз, все, у меня все перевернулось, думала, все, и на раз, слышите, как бывает, когда в запущенных формах, я
вот уже думала, что надо выезжать там, да, вот. Но потом мне когда сказали, что вот я вообще лечилась, вот вообще наблюдалась у Вики Владимировны. И вот когда она меня отправила к Оксане Анатольевне, она мне сказала, я даже не хотела, я его не знала, и когда она сказала, я тебя отправляю к специалисту, не переживай. И вот с тех пор, вот я 5 лет я нахожусь вот у Оксаны Анатольевны под наблюдением, и я просто очень рада, что у нас такие тут вот врачи есть. Болевых ощущений вообще не было, просто вот, даже моя мама меня насильно заставила, пойди проверься, говорит, потому что вот я сколько, года 4, наверное, не проверялась просто, да, потому что не было проблем никаких. И я чисто случайно вот пошла, и вот выявилось вот такое вот нехорошее состояние, было предраковое состояние. Еще года 2, говорит, если бы ты не пришла, уже было бы совсем иначе. На начальных стадиях какие-либо проявления патологии полностью отсутствуют. Заболевания выявляют случайно при обследовании по поводу других гинекологических проблем. Первые признаки появляются при распространении опухоли за пределами органа. В дальнейшем симптомы становятся более специфичными и узнаваемыми. Организм пациента дает различные сигналы, на которые они должны обращать особое внимание. Рак шейки матки – это широко распространенное, очень грозное заболевание, которое, безусловно, касается именно женского населения и которое, к сожалению, на сегодняшний день сокращает продолжительность жизни на 25-30 лет. Ежегодно в мире регистрируется более 500 тысяч новых случаев этого заболевания. И уже абсолютно доказано, что частой причиной, основной причиной тому, чтобы это заболевание возникло, является вирус папилломы человека. Это вирус очень распространенный. Существует более 150 типов этого вируса, и только 15 из них могут вызывать это заболевание. Из этих 15 самые агрессивные – это 16, 18, 32 и 31, которые, когда мы выявляем этот тип вируса, конечно, такие пациенты находятся под более тщательным наблюдением. Скрининг-программа в нашей стране действует с сентября 2012 года. Ее осуществляет Центр репродуктивного здоровья, который открыт на базе Центра СПИД. Финансирует программу Фонд ООН в области народонаселения. Вначале был разработан пилотный проект, определена целевая группа. Это женщины в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли первичное обследование. Пилотный проект хорошо себя зарекомендовал, была большая обращаемость. И тогда было решено открыть скрининг-кабинет. Таким образом, с 2012 года скрининг-программа действует на постоянной основе. Это был забор мазков с шейки матки на онкоцитологию, то есть тогда, когда выявляются клетки, отличающиеся от нормы, да? Вот. И если мы выявляли какие-либо заболевания, далее мы либо их лечили, либо уже если выявлялся рак, то мы направляли таких пациентов в специализированное учреждение. В 2012 году при непосредственном участии генерального директора Европейского центра по раку шейки матки Филиппа Дэвиса был организован скрининг-кабинет. Тогда на том этапе был кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. То есть все, что было необходимо, это очень хороший кольпоскоп, это радиоволновой аппарат, это одноразовый инструментарий, это расходные материалы, это ПАП-тест. Наши цитологи получили великолепный цифровой микроскоп для того, чтобы они могли изучать эти мазки. И вот с 2012 года была определена в нашей стране эта программа. Эта программа была поддержана правительством Республики Абхазия и Министерством здравоохранения. И вот с 2012 года, а тогда координатором этого проекта была Людмила Борисовна Авицба. Это был человек, который хотел сделать жизнь женщин лучше, который хотел, чтобы вот эти все новшества, которые есть в медицине, обязательно имели место быть и у нас в стране. И она приложила к этому немало усилий. Была выбрана группа врачей,
которые начали работать в этой программе. Я не одна. Это Рита Владимировна Трапш, это Виктория Владимировна, это Мзия Зауровна, это Тужба Ляна, я. 5 врачей. И для нас специально на том этапе тогда неоднократно проводились тренинги, семинары. Более того, мы выезжали на региональные семинары в Стамбул, куда приезжали доктора с Голландии, Молдовы, Казахстана, Франции. То есть это были международные эксперты в этом направлении, которые делились опытом, которые делились не только опытом работы, но и результатами, которые они имели в результате этой работы. И вот мы уже на протяжении всех этих лет, конечно же, работаем согласно установленным протоколам, которые признаны как во всем мире, так и узаконены нашим Минздравом. 2020 года у нас был подъем рака шейки матки. То есть у нас было большое количество женщин, у которых, у молодых женщин выявлялся рак шейки матки. И мы проект приняли, вначале он был пилотный, потом он укоренился у нас и остался, уже 9 лет мы этот проект ведем. Тоже была создана профессиональная группа, которая была также обучена экспертами ВОЗ, как брать анализы, как проводить биопсию, как с этими гинекологическими больными работать. Это все мы обучили всех врачей по всей Абхазии. И вот такой результат. Если в 2016, 17, 18 году у нас было где-то 17-18 случаев в год рака шейки матки, то в 2020 только 3 случая. Это очень большое достижение, и проект еще продолжает работать. За это время через программу прошли более 15 тысяч женщин. По наблюдению врачей, в самом начале работы чаще выявлялись запущенные случаи. Пациенты приходили тогда, когда помочь им было практически невозможно. Но благодаря слаженной работе команды врачей удалось добиться уменьшения случаев выявления онкологии. За последнее время встречаются фоновые или предраковые заболевания, которые можно пролечить и тем самым улучшить репродуктивный потенциал и качество жизни женщины. Почему именно этот скрининг организован на базе СПИД-центра? Так как наши ВИЧ-инфицированные со своим иммунодефицитом, они чаще всего подвержены раку в любом варианте. А тут рак шейки матки – это все-таки тоже вирус. И поэтому мы основали этот проект именно здесь. Но так как здоровье женщины важно во всех его проявлениях, поэтому мы стали обследовать женщин, под категорию которую попадали с 25 до 60 лет женщины. И начав этот проект, мы стали понимать, что оказывается у нас довольно немало женщин, которые выявляются и проходят у нас обследование гинекологическое, потом цитологию, и потом уже в дальнейшем доктор понимает, куда нужно направить женщину. То есть или она здорова, или в дальнейшее обследование, до обследования идет в нашем онкологическом диспансере, а там уже, как решит наш онкодиспансер, идет дальше обследование. При непосредственной поддержке наших доноров, это организация ЮНФПА и UNDP, в 2017 году для 2 докторов, это врачи-кольпоскописты, для нас были организованы 6-месячные международные курсы по кольпоскопии с обязательным прохождением практических навыков. Более того, в декабре 2017 года я и моя коллега Тужба, мы поехали во Францию и в Лионе сдавали экзамены и получили сертификаты международного образца, которые нам позволяют, наверное, грамотно работать в этом направлении. В проекте у нас работают наши гинекологи, которые неоднократно проходили много тренингов, и мы постоянно повышаем свою квалификацию. И, в принципе, работаем все сообща. Все гинекологи, все друг друга знаем, но у нас в Абхазии это вообще несложно сделать. И поэтому каждый передает свою женщину друг другу, говорят, что вот такой случай у нас. Даже вот Оксана Анатольевна, она, помимо всего, делала такой проект, лекцию читала, то есть какое количество выявляемости, все это показывалось гистологически, то есть мы даже можем все это показать наглядно тоже.
Скрининг дает возможность выявления предраковых заболеваний и инфекций. При помощи теста можно обнаружить изменения, вызванные вирусом папилломы человека, который и является главной причиной развития заболевания. Таким образом, скрининг шейки матки на сегодняшний день является наилучшим способом защиты от злокачественной опухоли. Раннее выявление и лечение дает возможность предотвратить формирование рака в 75 случаях из 100. Каждая женщина, чем старше она становится, тем больше должна быть выработана культура вообще ходить к врачу. Как я уже сказала, в рамках программы скрининга по этому заболеванию определена возрастная группа 25-60. Что это такое? Это не значит, что не бывает младше 25 или старше 60 лет. Все бывает. В медицине не бывает как в математике. Но именно эта группа женщин наиболее часто подвержена. На что нужно обратить внимание? К сожалению, рак он не болит. И очень долго, пока, наверное, не будет 3-4 стадия, женщина не будет ощущать каких-либо симптомов. Поэтому все женщины должны проходить обследование на эту патологию 1 раз в 3 года. И если все хорошо, когда женщина проходит скрининг раз в 3 года, и у нее все хорошо, мы ее приглашаем на следующий скрининг тоже через 3 года. Но если в момент обследования выявлена какая-то патология, то, естественно, план наблюдения и ведения данной пациентки может меняться. Она, может быть, чаще будет наблюдаться, или на каком-то этапе она, возможно, пройдет лечение, а потом будет наблюдаться. То есть тут очень индивидуальный подход. Но есть ведь группа риска. Группа риска – это, во-первых, это ВИЧ-инфицированные женщины в первую очередь. И, наверное, учитывая, что у нас немало таких пациентов, наверное, поэтому и этот кабинет родился именно на базе СПИД-центра. У нас есть доктор Мзия Зауровна, которая занимается непосредственно с данным контингентом больных. Не только женщин с гинекологическими проблемами и имеющие сопутствующий ВИЧ, но она также занимается еще и беременными, которые имеют это заболевание. В группу риска входят женщины курящие, истощенные, с плохим питанием, ВИЧ-инфицированные, как я уже сказала, имеющие часто несколько половых партнеров, скажем так. Потому что, как я уже сказала, вирус папилломы, он не передается непосредственно половым путем, чаще всего передается половым путем. Есть описано в литературе, когда вирус может передаваться, допустим, от мамы к плоду, но это редко. В основном он передается половым путем. Поэтому та группа пациентов, которые имеют не одного партнера, а несколько, они тоже входят в группу риска. Чтобы не упустить развитие рака шейки матки, женщинам рекомендуется остерегаться рискофакторов, способствующих развитию рака. Необходимо особое внимание обращать на хронические воспаления, не откладывать их лечение, периодически, желательно раз в год, посещать гинеколога. Есть очень хорошая, как я уже говорю, профилактика этому заболеванию. Во всем мире уже тактика выработана одна. Первое – это проведение организационного скрининга. Это, еще раз, осмотр, взятие мазков на онкоцитологию, при необходимости проведение кольпоскопии, то есть исследование шейки матки под микроскопом. И вторая, очень хорошая профилактика – это своевременная вакцинация девочек до полового дебюта. Мы несколько лет назад стоял вопрос о том, чтобы это направление в нашей стране тоже имело место быть. И, в принципе, оно имело место и сейчас, но это только по желанию. И на сегодняшний день есть у меня пациенты, у которых, например, наследственность, я не сказала про наследственность, допустим, мама, бабушка имели онкологию, да, и девочка. И мама приходит и говорит: я хочу защитить своего ребенка. Очень рекомендуем и очень советуем проводить именно вакцинацию девочек в этом возрасте. Это 13, 14, 15 лет. Около 80 стран сегодня в мире, где эта программа очень хорошо работает и где активно проводится вакцинация. Это защищает нас от грозного влияния вируса папилломы человека на шейку матки.
Благодаря скрининг-программе многие женщины в Абхазии излечились от этого страшного заболевания. Теперь они спокойно растят детей и наслаждаются жизнью. Нас спасло то, что мы вовремя обратились к специалисту, говорят женщины. Наша доктор Читанова Оксана, она сказала, что не переживай, все лечится, все будет хорошо. Не знаю, если бы не она, не ее поддержка, я думаю, что я бы по-другому, наверное, среагировала. Она очень грамотная, квалифицированная, не знаю, добродушная. Что можно просто сказать, если есть такие доктора, то к ним и надо ходить, которая тебя поймет и, не знаю, будет рядом с тобой. Ну вот я с того времени уже 6 лет к ней хожу. Все лечение в основном здесь было. Лечение у меня шло почти больше 1,5 года. Процедура самой операции была, я не помню, минут 20, наверное, оно прошло. Но вот продолжение, чтобы этого не было, было почти 1,5 года. И после этого каждый год я наблюдаюсь. Но на сегодняшний день она сказала, все хорошо. Все хорошо, наблюдаюсь каждый год. Я считаю, вовремя она все обнаружила у меня и направила в нужное учреждение. То есть она вовремя обнаружила? Да. Ну да, рак-то уже был, но не запущенной стадии. Мама в первую очередь нужна детям. И обязательно надо приходить к гинекологу на осмотр и наблюдаться. Не откладывать поход к врачу ни в коем случае. Даже если все хорошо, чувствуешь себя, никаких жалоб нет. Я стала на жизнь совсем по-другому смотреть. Природу даже, каждое движение жизни – это подарок. У меня даже слов нет, насколько внимательна Оксана Анатольевна к своим пациентам. Она вообще молодец, вот таких врачей бы побольше. Вот. Я была в шоке просто от того, что они меня вот за эти 4 года, за 5 лет они меня вылечили. Просто я в один момент я не поверила, что здесь могут вылечить, да. Ну вот, это факт, что реально у нас есть такие врачи, я ощутила это на себе, что можно доверить свое здоровье здешним нашим вот таким врачам прекрасным. Я вот всем своим, даже вот близким говорю, вот на самом деле мы не чувствуем, когда у нас какие-то изменения в организме, поэтому женщине каждый год, минимум каждый год, вот нужно идти посещать вот гинекологов, да, вот, чтобы их вот посмотрели. Теперь сама бегу, вот проверяюсь, наблюдаюсь, да, самой интересно. Вот слава богу, уже 5 лет как нету вот этого всего, что было обнаружено. Врачи обращаются к женщинам, находящимся в группе риска, чтобы они посещали специалистов, даже если их ничего не беспокоит. Программные исследования скрининга шейки матки проводятся бесплатно 1 раз в 3 года. Конечно, я желаю всем женщинам в нашей стране, чтобы они обязательно были здоровы, чтобы они обязательно имели здоровых детей. И для этого нужно совсем немногое. Нужно просто 1 раз в год прийти на прием к доктору, гинекологу, ну, если мы говорим о нашем заболевании, или к любому другому специалисту, который тоже, скорее всего, направит женщину на проведение скрининга. Вообще хочется призвать женщину следить за своим здоровьем, потому что своевременное выявление рака шейки матки, во-первых, дает нам предотвратить само заболевание, знать, болеет ли женщина, и вообще контролировать ее здоровье, скажем так, во благо нашему населению. Стоит отметить, что скрининг-программа доступна для всех желающих, проводится конфиденциально, быстро и безболезненно. И в заключение хочется еще раз обратиться к женщинам и напомнить: дорогие женщины, ваше здоровье в ваших руках. Вы нужны своим детям здоровыми и счастливыми. Поэтому не упустите драгоценное время и обратитесь к специалисту. А я желаю вам здоровья и прощаюсь до новых встреч.